Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях вторника, 20 апреля. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Эпидобстановка усложняется. Случаи заражения британским штаммом коронавируса фиксируют в Якутии. Вводятся дополнительные ограничения. Тонны взрывчатки подготовлены для уничтожения заторов на реках Якутии. Почему ледоход в этом году ожидается особенно непростым? Для положительного результата должно набраться несколько тысяч человек. Якутян призывают принять активное участие в испытаниях системы электронного голосования. В Нерюнгринском районе стая собак прямо на территории школы напала на третьеклассницу. Похожий случай произошел и в Ленске. Чем это грозит бродячим животным? Подведены итоги тотального диктанта в Алдане. Сколько знатоков русского языка отмечено наградами и насколько сложным оказался текст в этом году. В Якутии 2 человека заболели британским штаммом COVID-19. Айсен Николаев провел сегодня совещание оперштаба, где отметил, что ситуация по коронавирусу в республике остается напряженной. Руководитель региона сообщил, что в Якутии подтверждены 2 случая заражения британскими штаммами COVID. Оба заболевших в семье из Якутска, отдыхавшей в Турции. Более того, многие якутяне сегодня находятся на отдыхе за рубежом, поэтому не исключены дальнейшие случаи завоза коронавируса. Глава республики поручил организовать контроль за приезжающими. Все они обязаны сдать ПЦР-тест и разместить результаты на портале госуслуг. У нас на территории республики подтвержден первый случай британского штамма, завезенный нашими жителями в Якутске. Так, семья из Якутска, которая отдыхала в Турции, в начале апреля приехала, заболела так, по приезду, хотя анализы при въезде на границе были отрицательные, через 3 дня заболели. Вот, и сейчас уже после проверок лаборатории за пределами республики официальный Роспотребнадзор уже дал заключение, что это британский штамм. Соответственно, с учетом того, что этот штамм опасен тем, что он распространяется гораздо быстрее, у нас, по крайней мере, по Якутску уже есть серьезная угроза. Глава Якутии поставил задачу максимально разобщить людей, минимизировать их контакты. Также дано указание усилить соблюдение масочного режима в общественных местах, транспорте, местах отдыха, во всех организациях и предприятиях. Соответственно, оперативным штабам всех муниципальных образований необходимо усилить разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения ограничений, чтобы люди отказались от проведения больших семейных мероприятий, коллективных выездов на природу или на различные маевки. Также необходимо повсеместно принимать меры по недопущению массовых корпоративных мероприятий, организации различных субботников, общественных спортивных мероприятий на слегах, поселках, городских округах. Задача сегодня стоит по максимальному разобщению людей, по минимизации контактов для стабилизации эпидситуации. Теперь к общей сводке. 75 человек заболели коронавирусом в Якутии за сутки. Из них в столице 52. В Мегино-Кангаласском районе 7, в Алданском 3, в Нерюнгринском, Татинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах по 2. По одному случаю в Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Нюрбинском и Тампонском. За сутки лаборатории республики провели 234 исследования на ковид. Также по состоянию на сегодня в регион поступило почти 115 тысяч доз вакцин для профилактики коронавируса. Использовано 84%. Первый компонент получили порядка 95,5 тысяч человек, второй почти 55 тысяч якутян. Роспотребнадзор продолжает отслеживать жителей региона, прибывающих в Якутию. В целом по республике в период наблюдения более 10 тысяч граждан прибыли из-за рубежа. И по требованиям в течение 3 дней по прибытию они должны размещать свои результаты исследований, ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию в портале госуслуг в личном кабинете.
На фоне сложной эпидситуации в регионе усилили ограничения. Основные республиканские и муниципальные мероприятия запретили проводить в выходные и нерабочие праздничные дни в очном формате. А на согласованных суперштабами могут присутствовать не более 50 человек. Кафе и рестораны, в том числе банкетные залы, будут закрываться ночью с полуночи до 6 утра. Также вводятся ограничения на количество посетителей за одним столом, не более 15 человек. Столы должны стоять на расстоянии как минимум 1,5 метров. Заполняемость зрительного зала в театрах, кинотеатрах и культурно-досуговых организациях сократили с 75 до 50%. В Якутске в связи с ростом заболеваемости коронавирусом отменили торговые ярмарки в выходные и праздничные дни, а также на родительский день. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации. Штраф для должностных лиц в случае нарушений составляет от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 500 тысяч. Окружная администрация напоминает о необходимости носить маски, не допускать скопления граждан, обеспечивать в магазинах соблюдение дистанции, а также следить за наличием антисептических средств. А соблюдение ограничительных мер проверяют в ходе рейдов по общественным местам и торговым точкам. Наш корреспондент Алексей Лукьяненко вместе с административной комиссией Якутска отправился в такой рейд. Не работает, да? Утром работал. 36,6 показал утром, ребят. 36,4. Утром работал. Батарейку поменяйте. Как сообщает сайт Роспотребнадзора, в основном заболевшие – это молодые люди от 18 до 29 лет, а также пожилые от 65 лет и старше. Сегодня административной комиссией Якутска был проведен ежедневный рейд на соблюдение эпидемиологических мер в общественных местах. На сегодняшний момент наблюдаются такие моменты, что люди перестали носить средства индивидуальной защиты. Это у нас обслуживающий персонал сам, а также сами покупатели. На сегодня мы проверили 4 объекта, обошлись профбеседой, нарушений не выявлено. Проверили журналы дезинфекции, журналы обработки помещений. За последнее время протоколы составлены по статье 3.8 КоАП на граждан, которые были на рабочем месте без средств индивидуальной защиты. Это у нас то есть маски, перчатки. Также контрольные мероприятия проведены в 6 районах республики. В ближайшее время совместно с правоохранительными органами будут проводиться рейдовые мероприятия по соблюдению режима работы в ночной период организациями общественного питания и банкетных залов. Наряду с этим будут проверяться театры, кинотеатры, концертные организации и другие объекты. С 16 по 19 апреля 2021 года были проверены 226 объектов. Это объекты торговли, объекты общепита, и объекты бытовых услуг и общественный транспорт. Ну и по итогам рейдовых мероприятий было составлено 12 административных протоколов на нарушителей масочного режима. И данные административные дела будут направлены в мировой суд для рассмотрения. Если говорить о штрафных санкциях, то на граждан влечет административный штраф от 1000 до 4000 рублей, с предупреждением, а на должностных лиц от 15 до 40 тысяч рублей, а на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. Всего за 2021 год проверено 2733 объекта, выявлено 214 нарушений. Также проведено 266 профилактических и разъяснительных бесед, составлено 40 актов и 24 протокола. В целом за этот год рассмотрели 5 административных дел, вынесено 5 постановлений о назначении наказания в виде предупреждения. Алексей Лукьяненко, Павел Пахомов, Якутск. С начала апреля в столичный травмпункт обратились более 1600 человек. Из них примерно половина получили различные травмы на улице во время гололеда. Чаще всего горожане обращаются к специалистам с повреждениями лодыжек, лучевой кости, ушибами плечевого и коленного сустава. Как отметили травматологи, к ним чаще всего обращаются люди старше 45 лет. В этом возрасте у человека из организма вымывается кальций, из-за чего кости становятся хрупкими. Таким образом, падения чреваты более серьезными травмами, которые требуют хирургического вмешательства. Напротив городской стоматологии, напротив, там стоит здание. Я не знаю, что это за здание такое, да, двухэтажное. И я подскользнулась, там припорошила просто снежком, а под ним была наледь. Я не видела этого.
подскользнулась и упала. Причем, знаете, я думала, что меня это в жизни никогда не коснется, потому что я получила такой страшный перелом, причем мне делали операцию. Для меня это вообще шок был. Если нет возможности сделать все тротуары у нас в городе Якутске, хотя бы песочком посыпать все эти тротуары. Продолжаем рассказывать о людях, которые стоят на страже нашего здоровья. Сегодня героем сюжета стал врач-анестезиолог Василий Васильев, который продолжает славную династию. С ним встретился и пообщался Дмитрий Тымыров. Василий Васильев – врач с большим опытом работы. Человек, который осознанно посвятил свою жизнь этой профессии. Моя мама, она врач-бактериолог, была главным врачом санэпиднадзора Жиганского много лет. Ну, я тоже как-то, смотря на это, все-таки еще со школы узнал, что я буду врачом. Пошел, остался в этой профессии, доволен. У Василия Николаевича сегодня сын тоже решил стать врачом. Так что можно сказать, что у них семейная династия. Сын тоже пошел, старший по стопам, поступил в Томский мединститут. Сейчас студент 3-го курса. Сегодня Василий Николаевич является заведующим целого отделения в перинатальном центре. Под его руководством сегодня здесь работает целый этаж анестезиологов, которые помогают женщинам при родах. Цель и задача отделения – это обеспечение анестезиологической помощи женщинам во время родовспоможения, гинекологическая помощь. Как заведующий работаю руководство отделением и как врач тоже. Во время дежурства наркозы проводим, и пациентов тяжелых лечим. Так, только за 2020 год через отделение реанимации и интенсивной терапии прошло 3120 пациентов. Из них послеоперационных 2678 человек. Как отметили здесь, в перинатальном центре в основном поступают роженицы, у которых запланированы сложные роды, а также у которых имеются патологии у плода. По маршрутизации попадают сахарные диабеты, рубцы, 2-е, 3-е. Много там показаний. А насколько сложные вообще пациенты бывают у вас? Бывают всякие разные. У нас не бывает простых пациентов в реанимации. С каждым годом рожениц с патологиями плода и женщин, которые не могут рожать самостоятельно, растет. На все это, по словам врачей, влияет не только ухудшение экологии, но и питание и образ жизни женщин. Но, к счастью, современная медицина сегодня помогает решать часть из этих проблем, чтобы на свет появлялись только здоровые дети. Человек должен есть здоровую пищу, человек должен заниматься спортом, человек должен вести активный образ жизни, спортзал посещать, бассейн, мало ли что еще. И сегодня коллектив отделения, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, продолжает вести работу во благо здоровья населения. Пандемия, на всех отразилась, конечно. Начало пандемии показало, так интересно, кто есть кто, расставило точки. И некоторые коллеги тоже показались с очень хорошей стороны. Но впервые встретился с этим заболеванием, получается, по дежурству получилось мой заместитель, а потом я. Так что сегодня, благодаря работе таких профессионалов, нам удается держать этот коварный вирус на контроле. И благодаря таким врачам женщины в Якутии без последствий для здоровья рожают здоровых и крепких детей. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Центр избирком призывает якутян принять активное участие в общероссийской тренировке автоматизированной системы выборы и комплекса дистанционного электронного голосования. Эти новшества россияне впервые смогут использовать в единый день голосования 19 сентября. Целью тренировки станет проверка готовности избирательных комиссий и самой системы к проведению выборов. Так, с 21 апреля по 7 мая на портале Госуслуги пройдет прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. А само тренировочное голосование на портале Госуслуг состоится с 12 по 14 мая. Отмечается, что для полноценного тестирования системы необходимо участие 10 тысяч человек в районах республики. В случае успеха электронный формат голосования позволит значительно сократить расходы на проведение выборов в труднодоступных населенных пунктах.
Тем временем в Нерюнгринском районе завершаются последние приготовления к досрочным выборам главы в труднодоступных местах. Уже сделали свой выбор, сообщает Улус Медиа. С 6 по 15 апреля прошло досрочное голосование для оленеводов в дальних стойбищах и вахтовиков. Часто, чтобы добраться до избирателей, приходится преодолевать огромные расстояния. Сообщается, что в дальние стойбища избирательная комиссия вылетала на вертолете. В этот день всего проголосовали 8 человек. Досрочное голосование было организовано и для вахтовиков на временном избирательном участке в поселке Эльга. Проголосовать собралась очередь из жителей поселений. Напомним, выборы главы Нерюнгринского района пройдут с 23 по 25 апреля. Для избавления от заторов на реках Якутии во время ледохода планируют использовать 30 тонн боеприпасов. Об этом сообщил первый зампред Госком-ОБЖ региона Иннокентий Андросов в передаче «Актуальное интервью» на нашем канале. В случае крупных заторов объем взрывчатки могут увеличить до 100 тонн. По его словам, из-за затяжной осени и крепких морозов зимой прохождение ледохода может стать непростым. Однако власти республики приняли все необходимые меры для предупреждения затоплений. По прогнозам гидрологов, вскрытие рек ожидается раньше обычных сроков. В поселке Чульман Нерюнгринского района на территории 7-й школы на ребенка напали собаки. Одна из них укусила девочку за лицо. Хотя укус был вскользь, без прокуса щека у ребенка опухла. 9-летняя девочка в состоянии шока. В подробностях инцидента разбиралась Тамара Игнатьева. Собачий вопрос в Чульмане стоит так же остро, как и в других поселениях района. Стаи бродячих животных гуляют по всему поселку. Сегодня они там, завтра здесь. Вчера Виктор Фабрициус довез дочку-третьеклассницу до калитки школы. Дальше девочка пошла по знакомой тропинке сама. Буквально проходит минут 20, звонит классный руководитель Светлана Львовна и говорит, что на Анфису собаки напали, в общем, покусали. Собаки в стороне между собой там дрались, игрались, как бы неважно, да. Третья в стороне стояла, начала проходить, говорит, она начала на меня рычать. Я как бы испугалась, начала отходить в сторону, она начала на меня прыгать, пытаться укусить за лицо. Мальчишки со двора увидели, подбежали, отогнали собак, проводили ее уже до крыльца школы. Родители девочки сильно обеспокоены случившимся. Безмерно благодарны ребятам, которые пришли на помощь их дочери. Они намерены сегодня обратиться в полицию и прокуратуру. Я увидела все-таки у ребенка на щеке была опухшая щека, гематома, да, синяк. Вот сегодня я трогала, она, ой, мама, у меня болит, и я видела уже, что синяк. Я, конечно, возмущена вообще всеми действиями. На скорой даже ребенка смотреть не стали. Они сказали, езжайте к хирургу. Хирург развел руками. Ну ничего, нам никакую справку, нам ничего не дали. Первым делом родители, конечно же, написали заявление в администрацию поселка, после чего сотрудники администрации выехали на территорию школы и обнаружили 4 собак с ошейниками. Теперь они просят хозяев забрать своих питомцев. На большее у администрации поселка нет полномочий, по их мнению, в соответствии с 131 ФЗ, а пресловутый закон об ответственном обращении с животными вовсе неисполним. Мы эту проблему вот на уровне муниципалитетов и на уровне района мы ее не решим. Сегодня надо, на мой взгляд, и главы это считают Нерюнгринского района, это надо обращаться к автору, то есть тому, кто принял этот закон. Ну, это как минимум Государственная Дума, чтобы внесли какие-то послабления, изменения в этот закон. Также обеспокоенные родители написали письмо в управление образования. Как нам рассказала исполняющая обязанности директора школы номер 9 Ирина Нахаева, ранее родители неоднократно жаловались на то, что на территории школы бегают собаки. На самом деле, по ее словам, стаи безнадзорных животных, в которые избиваются и хозяйские псы, бегают везде. Иной раз они провожают до школы и ребятню. По данному факту мною был издан приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая и приказ о проведении дополнительных мероприятий по профилактике детского травматизма и несчастных случаев. Если говорить о возможности решения данного вопроса на уровне администрации 2 школ, я думаю, что это может быть ограждение школы с учетом невозможности проникновения бездомных собак на территорию школы. Жители поселка обеспокоены этим случаем. Некоторые из них готовы даже сами
отстреливать безнадзорных животных, но боятся ответственности по закону. Стоит напомнить, что 15 марта текущего года в Госдуму был внесен законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории субъекта. Но в Госдуме заверили, что возврата к отстрелу бездомных животных в России не будет. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. В Ленске произошел похожий случай. Покусана собаками 11-летняя девочка. Общественность взбудоражена. Как в Ленске решают проблему с бездомными животными, узнала Анна Кожевникова. Говорят, в России две беды – дураки и дороги. В последнее время к ним добавилось полчища бездомных собак. В Ленске опять стая безнадзорных животных покусала ребенка, 11-летнюю девочку в микрорайоне Алроса. И это уже не первый случай за 3 месяца 2021 года. В полиции 30 подобных заявлений. Но сотрудники внутренних органов вынуждены отказывать в возбуждении уголовного дела. Так как у нас, согласно комментариям статьи 24 УПК Российской Федерации, следует, что отсутствие события преступления признается основанием к отказу возбуждения уголовного дела, если причинение вреда было вызвано неуправляемыми силами природы или животными. То есть в нашем случае это собаками. Полиция, в свою очередь, направляет уведомления главе города и представления в адрес некоммерческой организации, которая занимается отловом безнадзорных животных. Как сообщают представители НКО, эта задача непростая. Эти собаки нас уже знают, знают нас, знают машины, знают, что такое собаколовка, знают, что такое петля. И, естественно, сторонятся. И отлов таких собак, соответственно, он затруднен. Тем не менее, работаем в этом году. Закупили дополнительное оборудование, это дротики со снотворным, то есть и в том числе какие-то застарелые заявки по агрессивным частично, удается закрыть собак, этих отловить. Конечно, не по своей воле животные оказываются на улице, но и те дети, что пострадали от пасти зверя, не виноваты в бездомной жизни этих собак. Метод ОСВВ – это отлов, стерилизация, выпуск, вакцинация и выпуск животных, естественно, не решит эту проблему. Естественно, инстинкты животного, звериные инстинкты животного никуда все равно не исчезают. В Ленске в числе первых в республике появился приют для животных. В конце прошлого года построили дополнительные вольеры, но больше 60 собак они не вмещают. Также закуплено специальное оборудование и спецтранспорт для отлова собак. В этом году выделено свыше 5 миллионов рублей для этих целей, тогда как раньше эта сумма не превышала 300 тысяч. Все законы приняты, получается, о защите животных. А кто защитит наших детей? Конечно, это для хозяев. Их собака самая добрая, самая хорошая, но это не значит, что ваша собака будет так же добра ко мне, к чужому абсолютно человеку. Тут их чересчур много, этих собак. Было один раз случай, что утром на работу, когда идешь, толпа собак. Приходится отбиваться, но... Закон сегодня призывает людей к гуманности и оберегает безнадзорных животных. А кто защитит нас и наших детей? Большинство ленчан сегодня пришли к выводу, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. И как обезопасить себя и своего ребенка от лап и зубов этих, с первого взгляда, вполне милых бездомных собак, каждый выбирает способы и методы сам. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Участники из 55 регионов по 6 компетенциям в Якутске торжественно открыли отборочные соревнования 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия. В столице республики до 24 апреля конкурсанты из 55 регионов страны борются за право участвовать в финале чемпионата. По итогам жеребьевки ожидается приезд 311 участников, соревнуются по 6 компетенциям. Это 3D-моделирование, аддитивное производство, графический дизайн, ювелирное дело, разработка мобильных приложений и другие. Победители получат путевку в финал, который пройдет в июле в республике Башкортостан. С появлением движения WorldSkills система среднего профессионального образования вообще кардинально поменялась в лучшую сторону, можно сказать, потому что появились стандарты, куда нам надо стремиться, они очень высокие. И теперь каждый директор, каждый руководитель знает, куда должен стремиться, куда надо влаживать свои средства, чтобы показать наилучшие результаты.
4 пятерки и 20 четверок – таковы итоги тотального диктанта в Алдане. Знатоков русского языка отметили грамотами и подарками. В лабиринты грамматики и пунктуации окунулся Руслан Павлов. В этом году столицей тотального диктанта стал город Якутск, поэтому общую долю ответственности за результаты проекта ощущали и районы республики. В Алдане писать диктант пришли 98 человек. Как отметили координаторы, аудитория значительно помолодела. Просто для меня это как бы основная цель. То есть ставлю определенную цель каждый год и выполняю потихоньку. Поэтому это была моя небольшая цель. Я пришла сюда, чтобы проверить себя и свои возможности, скажем так. Есть у тотального диктанта и постоянные участники. Амиран Галаян писал диктант 5-й раз подряд из 7 возможных. Причем в его копилке уже были 3 пятерки и 1 четверка. Его любовь к русской литературе, культуре и языку вновь дала отличный результат. Нет предела совершенству. Это человек, который любит русский язык. Он постоянно занимается дома сам. Кроме того, когда у нас были организованы курсы «Русский по пятницам», он их посещал. Каждый раз сочинение какого-нибудь нового автора, другого автора, авторы разные, соответственно, и трудности для каждого человека определенно разные. Кому-то, допустим, сложнее, где пунктуация сложная, прямой речи много, а другому, допустим, с орфографией сложно. Но мне интересно разных авторов попробовать, диктанты от разных авторов написать. Просто интересно. И вот чисто из этого интереса я прихожу. Текст диктанта, который подготовил писатель и сценарист Дмитрий Глуховский, был несложным, но с множеством подводных камней. Много прямой речи и различных оборотов. Поэтому текст покорился лишь четверти участникам. Из 98 человек на отлично написало 4, на хорошо 2 десятка. Всего у нас получилось 20 работ хорошистов и 4 отличника. Причем я хочу сказать, что работы отличников перепроверяли еще и филологи Новосибирского государственного университета. Из-за пандемии тотальный диктант проходил на одной площадке – в Алданском политехникуме. Координаторы проекта в Алдане полны надежды, что в следующем году в мероприятии будут задействованы традиционные 2 локации, а участников праздника русского языка станет в 2 раза больше. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели вторник, 20 апреля. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и оставайтесь на нашем канале.